И вот таким образом тут вот можно, я делала дырочки и подвешивала на само дерево. Такую конструкцию заменяют там, в течение 5 дней. И потом, ее заменяют, я выливала на землю и закапывала. То есть там уже были абсолютно мертвые особи, которые угрозы не представляли. Теперь давайте посмотрим на статистику, которая была введена за 2 недели. В первую неделю, были по 3, 1-2 особи. Потом я добавила еще больше сахара туда, чтобы он более сладким был, более распространялся. И можно заметить то, что на вторую неделю статистика улучшилась, убольшилась. Было даже один раз 5 особей. И всего за 2 недели мы поймали 29 вредителей. Это очень большой результат, поскольку именно вот эти первые 2 недели цветения, они и оставляли свои личинки, но мы, можем сказать, большую часть количества мы обезвредили, и у нас сохранилась большая часть урожая. Следующий слайд. Я хочу сделать вывод и порекомендовать именно биологический метод, поскольку он безвреден для нашего здоровья, он дает нам максимально полезное избавление от вредителей. Мы никак от этого нам не будет плохо. И этот метод, он абсолютно правильный, абсолютно безвредный и не несет никакой угрозы ни для нас, ни для наших плодов, нашего урожая. Все, всем спасибо за внимание. Негізі биологический белодан. Химикат жоқ қылшын де. Да, без химикатов, и это безвредно. Допустим, когда в садовых магазинах вы покупаете 3 метода, да? Механический, биологический и химический. Но биологический, он как бы самый безвредный и эффективный. Химический, он эффективный, но он несет нам вред. А механический, он просто, его можно как для профилактики делать, но он нам большой пользы не принесет. Мы просто выявили самый полезный и эффективный, безвредный. Во время цветения или сейчас? Во время цветения. До конца. До конца. До конца. Өзі ойлап тауып отырма? Жоқ, ол уже. Бар, иә?